Я мечтаю о том, чтобы мой рабочий период не прошел просто через запятую написали мою фамилию, что я когда-то работала министром культуры. На эту должность Арину Новосельскую лично пригласил Аксенов. В кресле министра продержалась почти 8 лет. В 2014 году, в феврале месяце, он меня пригласил, сказал: будешь? Готова? Готова. Ну и вот с тех пор я стараюсь его не подводить. Знаете, не то, что категорически нельзя врать, я вам даже больше скажу. Ему нельзя чего-то не сказать. Потому что если ты чего-то не сказал, ну понятно, что то, что связано непосредственно с работой. 45-летняя Арина, а по паспорту Вера, родилась в Екатеринбурге. Потом ее семья переехала в Крым. Работала учителем фортепиано в музыкальной школе. Была помощницей нардепа Украины от партии регионов Елены Нетецкой. С 2009 года заместитель министра культуры Крыма. Новосельскую называют приближенной к кругу семьи Сергея Аксенова. Она, насколько я понимаю, подруга или, в общем-то, какие-то даже там у них более тесные связи его супруги. Поэтому ее и не убирали, несмотря на все скандалы, которые были. А скандалы-то начались еще там в 2014-2015 году. И там скандалы были связаны с увольнением очень многих деятелей культуры в Крыму. Тех людей, которые действительно были заслуженные, она их убирала, ставила на их место абсолютно профнепригодных, но лояльных к ней. Последний скандал, который прославил Новосельскую, она нецензурно выругалась на заседании правительства. Думала, что микрофон отключен. Поставили как обезьяне. Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще, что ли? А уже через несколько дней во время визита в Керчь новый скандал. Новосельская куратор этого города. Грифона, символ Керчи, она назвала орлольвом, который охраняет вход в ад. Это символ города. Охраняет ворота в ад. Керчан возмутила и разозлила необразованность министра. Местная молодежь записала о Новосельской видеоролик. А это, ребятка, грифоны. Стражи нашего города. Так это шарлольвы. Кто сказал? Министр культуры. Мама, извините. Это Керчь и это грифоны. Одежда Новосельской – отдельная тема, поражавшая крымчан все 7,5 лет. Прозрачный гипюр, анималистические принты, открытые декольте, платья, больше похожие на белье. Журналисты спрашивали ее о внешнем виде. Я ношу ту одежду, которая мне нравится. Выбираю я ее сама, сочетаю сама. И мне кажется, что иногда получается неплохо. Ой, мне этот костюм вспоминают до сих пор. Вы понимаете, я пришла на встречу тогда с рок-звездой. Я не пришла на деловые переговоры. Но, наверное, я все-таки перебрала. Может быть... Да нет, хайпанули вы тогда знатно. Еще одно несоответствие – дорогие украшения. Телеграм-канал «Постправда» заметил на руке чиновницы часы Бреге. Написал, что такие производят из розового золота со 139 бриллиантами. На сайте такие часы стоят от $500 000 до 16 миллионов рублей. Доход Новосельской за прошлый год составил 2 100 000 рублей. Он у меня не просто медведь, он у меня единорос. Непримечательная панельная пятиэтажка, так и не догадаешься, что в одной из квартир здесь может жить целый министр культуры полуострова. 18 ноября дома и на работе у Новосельской прошли обыски. Ее задержали по подозрению во взятке от фирмы «Меандр» в размере 25 миллионов рублей. Получила их, как заявил Следственный комитет России, цитирую, «за общее покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального творчества». Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сделал об этом единственный комментарий. Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом. Арина Новосельская или ее защита это не комментировали. Редакция «Крымреалий» готова предоставить возможность высказаться Арине Новосельской или ее адвокату. Избрать обвинение Новосельского или Владимира в заключения под стражу, установить срок ее содержания под стражей на 2 месяца 30 суток до 17 января 2022 года.
Вот этот недострой в Симферополе стоит с 18 года. По плану на месте миниатюрного здания 19 века, в котором располагался Крымский академический театр кукол, должны были построить новое пятиэтажное здание. Крымские СМИ обсуждали, нужен ли Симферополю такой большой центр театрального искусства. Общая высота будущего строения 28 метров. Проектом также предусмотрено наличие подземной парковки. Назревает логичный вопрос, нужен ли Симферопольскому театру кукол такой большой комплекс? Не разместятся ли по соседству с актерами кафе, магазины и другие развлекательные заведения? Ведь место далеко не самое плохое. До улицы Пушкина идти пару минут. Работы начала петербургская компания «Меандр». Закончить должны были в 2020 году. Контракт расторгли из-за срыва сроков. Недострой стоит уже 1,5 года. Новых подрядчиков чиновники найти не могут. В Крыму фирма «Меандр» выиграла тендеры на 12 объектов. Все уникальные и важные для полуострова. Почти все не закончены в срок. Политическая система в России устроена таким образом, что, в общем-то, элиты не сменяются очень долго. И пока не сняли министра культуры, никто до «Меандра» не докопался. Он был неприкасаемый до определенного момента. Теперь «Меандр» начали трясти. На самом деле «Меандр» — это очень большая структура. У него 17 филиалов, в том числе филиал в Крыму. Филиалы фактически это местные фирмы, которые работают под прикрытием «Меандра», то есть пользуются его лицензией. Воронцовский дворец тоже реставрировала питерская фирма «Меандр», во время чего вот так затопило крышу. Подрядчика оштрафовали и заменили. Отметился «Меандр» и в Севастополе. Ну, мы хорошо помним этот самый «Меандр». Фирма работала по всей России, а в Севастополе на их совести реконструкция исторического бульвара. Он до сих пор лежит в руинах, и никто не знает, что дальше с этим делать. Санкт-петербургская фирма «Меандр» – одна из самых известных фирм-реставраторов в России. У нее было примерно 200 контрактов на общую сумму почти 10 миллиардов рублей. Российские и украинские эксперты связывают ее деятельность с бывшим министром культуры России Владимиром Мединским. Когда он был на должности, фирма массово выигрывала тендеры на реставрацию памятников культуры. Большинство в Москве и в Крыму. У нас 1,6 миллиарда на этот год, которые, правда, до Крыма еще не дошли. Но зато детально расписаны вплоть до копейки, какое учреждение, как должно. А что же не дошли? Ну, там Минкрым, согласование, вот. Уже у нас август, середина августа. В сентябре прошлого года мы по учреждениям это уже расписали. Ну, расписали, а деньги-то где? Где деньги? Деньги в росписи Министерства культуры. В России Эрмитаж в одностороннем порядке разорвал с «Меандром» договор и требовал внести ее в реестр недобросовестных поставщиков. В конце концов, гендиректора Елену Завадскую и бенефициара «Меандра» Евгения Ярмаша обвинили в разворовывании денег на реставрацию консерватории в Санкт-Петербурге и арестовали. Обвиняемые обеспечили для своей фирмы заключение государственного контракта на выполнение ремонтно-реставрационных работ здания консерватории, сумма которого составляла более 600 миллионов рублей. При этом, по данным следствия, соучастники не собирались выполнять какие-либо работы, намереваясь похитить эти денежные средства. После резонансного задержания чиновницы Сергей Аксенов уволил ее. Комментарий только в соцсетях. Очень краткий. Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия. Крымско-татарский активист Эдем Дудаков допускает, что Новосельская только пешка в этом деле. Я не знаю, кто прикрывал ее. То ли нынешний премьер, то ли министр культуры России, бывший. Она, наверное, всего лишь поставщик средств. Через нее передавались эти средства. А может быть, и те, и другие вместе взяты. То есть часть уходила на местную элиту этих денег, а часть уходила в московский кабинет. Это вполне возможно. Мы-то не знаем, мы знаем только о 25 миллионов, которые она срубила с этого так называемого детского центра, который они уничтожили, кукольный театр 19 века, и сделали вот этот монстр. Чтобы строиться в Крыму, нужно согласовывать статус участка с Министерством культуры. Не является ли земля культурным наследием или охранной зоной. И это тоже возможность для злоупотреблений, обращает внимание Евгения Горюнова.
не только ФЦП, там же еще вопросы, связанные с разрешением на переформатирование статуса земель. Да? То есть будет ли эта земля иметь культурно-историческую ценность или нет. Ну вот, соответственно, люди этим занимались, поэтому там еще просто колоссальные деньги. Не знаю, до этого дойдут руки у российских силовиков или, опять-таки, это все связано с Москвой, и там все это как бы согласовано. В деле Новосельска проверят работу и других чиновников, заявляют в Российском антикоррупционном комитете. Это не обязательно приведет к смещению руководства, то есть губернатора, но, вероятно, будут проведены проверки деяний и других чиновников. То, что меняют Арине Новосельской, скорее всего, является частью отката за допуск людей к участию в госзаказе. Это обычная коррупционная практика. Недавно Аксенов получил шанс пройти на должность подконтрольного России главы Крыма в 3-й раз. Госдума России позволила так называемым главам субъектов федераций избираться больше 2 раз подряд. Но массовые задержания его подчиненных могут повлиять на его шансы. К Аксенову подбираются уже очень близко. И вряд ли, конечно, Аксенов сядет, я не думаю, потому что героя Крымской весны, ну, кто же его посадит, он же почти памятник. Ну, я думаю, что его ждет куда-то ссылка, не знаю куда, в какие, Россия очень большая, да, там. Может быть, еще они тоже оттянут этот процесс замены из-за отсутствия кадров, но Аксенова значительно ограничат в правах и полномочиях. Неофициально, безусловно, да, официально все останется так, как оно было, но возможно, что у него будут просто вот эти потоки определенные перекрыты. Арине Новосельской грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, вероятно, с большим штрафом, по статье «Получение взятки в особо крупных размерах». Алексина Дорогань для Крым Реалии.